Сәлеметсізбе, құрметті достар. Қазақ тілі бірінші сабаққа қош келдіңіз. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на первое занятие казахского языка. Итак, начинаем. Меня зовут Ерлан. И наше знакомство с казахским языком мы начнем с существительного. А точнее, с его положительной, отрицательной и вопросительной формы. С чего начать знакомство с существительным? Я уверен, и практика это показывает, что лучше всего это начинать с указательных местоимений. Я подготовил для вас ряд указательных местоимений, в частности, обратите внимание на этот сектор. Я сейчас буду говорить, а вы, соответственно, не спеша их фиксируйте. Бол, ос, мона. Повторяю. Бол, ос, мона. Бол, ос, мона. Как вы видите, рядом написан перевод «это», «этот», «это». В принципе, вы можете употреблять каждое из этих указательных местоимений. Дело в том, что они во многом синонимичны. И разницы вы употребите либо «бол», либо «ос», либо «мнау». В принципе, если вы употребите то или иное местоимение, разница будет не принципиальная. Главное запомнить, что существующие указательные местоимения «бол», «ос», «мнау». Эти указательные местоимения используются для предметов, которые находятся в непосредственной близости от говорящего, то есть от вас, если вы их используете. То есть предмет находится настолько близко, что его можно потрогать, взять руками. Он находится в пределах вашей досягаемости. «Бол», «ос», «мнау». Спускаемся дальше. «Сол», «анау», «она». «Сол», «анау», «она». Как вы видите, они переводятся как «тот», «та», «то». Дело в том, что тут предмет находится немножко дальше от говорящего. Не совсем далеко, но дальше. То есть дотянуться, рукой взять вы уже его не можете. И поэтому для употребления, использования, допустим, мы говорим «та дверь», она далеко, я дотянуться не могу. Я говорю «анау есык» или «она есык» или «сол есык». Так же, как в случае с «бул», «ос», «мнау», каждая из них может употребляться абсолютно в равной степени, и абсолютно неважно, какое из них, из этих трех указательных местоимений вы употребите. Дело в том, что казахский язык в этом плане очень богат. То есть, повторяю, сол, она, тот, та, то, предмет находится немножко дальше от говорящего, в смысле дотянуться до него нельзя. Хорошо? Поехали. Отдельно я выделил «мне», это как «вот». «Вот, пожалуйста». Видите, тут в данном случае уже идет речь не о каком-то предмете, а типа «вот, полюбуйся». «Мне, хара». Смотри, любуйся. «Вот». Это больше как такое восклицательное, да? «Мне, вот». И, наконец, для предметов, которые находятся достаточно далеко от вас, далеко, мы в русском языке говорим «вон тот», «вон та», да? Мы используем данные три указательных местоимения. «Они», «она», «аники». «Вон то» или «вон та». Так же, как в случае с предыдущими двумя группами, в принципе, вы можете их использовать одинаково в равной степени в той или иной ситуации. Самое главное помнить, что вот эта группа указательных местоимений используется для предметов, которые находятся в непосредственной близости. Вы можете их взять, потрогать, пощупать. Вторая группа указательных местоимений «сол», «анау», «она» употребляется для предметов, которые находятся близко, но достаточно далеко, что вы уже не можете до них дотянуться, вы не можете их потрогать. И третья группа указательных местоимений употребляется для предметов, которые находятся в достаточной степени отдаленности от вас, очень далеко. Вон тот, вон там. Ну, я думаю, вы записали, поняли. Если не поняли, то онлайн-формат позволяет перематывать назад и так далее. Поэтому спускаемся дальше. То есть фактически, что у нас получается? Булка. Кто это? Кто это? Булхас. То есть тут же мы тренируем уже связки. Кто это? Это девушка. Видите, как работает утвердительная форма существительного. Это девушка. Мынау кто? Мынау тоже находится предмет близко. Это книга. То есть
Как работает утвердительная форма существительного? Мы используем указательное местоимение и сразу с ним глагол. Бол кыз – это девушка. Она стоит рядом со мной, я могу ее обнять, скажем так, потрогать, ощутить. Бол кыз. Мынау кітап. Вот она. Это книга. Мынау относится к первой группе, следовательно, это означает, что книгу я могу взять, потрогать. То есть указательное местоимение существительное. Мынау кітап. И обратите внимание на вот эти вещи. Для одушевленных предметов, то есть для людей, мы используем вопросительное слово «кім». «Кім» переводится как «кто». Соответственно, вопрос «бол кім?» Кто это? «Бол кім?» Кто это? И тут же мы даем ответ «бол кыз» – это девушка. Для неодушевленных предметов мы используем вопрос «не». Вот это принципиально. То есть для человека, когда вы спрашиваете про человека, ни в коем случае нельзя сказать «не». Для человека мы употребляем вопросительное слово «кім», для неодушевленных предметов «не». Мынау не. Что это? То есть «кім» это кто, «не» это что. Что это? Мынау кітап. Это книга. Итак, мы закрыли первый блок, утвердительная форма существительных. Как мы говорим, указательное местоимение, бол, мынау, анау, аники, сол и так далее. И существительное. Бол кітап, бол кыз, анау көлік, анау үй и так далее. Переходим ко второй части, отрицательная форма. В русском языке отрицательная форма выглядит следующим образом. Допустим, это не книга. Вон там не машина. Это не дерево. Это не подушка и так далее. То есть отрицательная форма образуется с помощью отрицательной частицы «не». В казахском языке также есть отрицательная частица, которая аналогична переводу русской «не», но она звучит как «емес». Повторяем. «Емес». И если русская частица «не» ставится перед существительным, то казахская отрицательная частица «емес» ставится после существительного. Вот в частности я привел пример. Бол ыстель емес. Бол ыстель емес. Это не стол. Еще раз обращаю внимание, что отрицательная частица «емес» ставится после существительного. Как здесь. Бол ыстель емес. Это не стол. Обратите внимание на другие предметы. Бол калам емес. Это не ручка. Бол калам емес. Это не ручка. Третий пример. Анау мысық емес. Вон там не кошка, вон то не кошка. По крайней мере, то, что я вижу, какое-то существо, какая-то вещь, это не кошка. Вот. Анау мысық емес. И последний пример. Ол бастық емес. Он не начальник. Ол, он. Бастық, начальник. Емес, отрицательная форма, не. Вот. Не зацикливайтесь на том, что вы не знаете слова. Весь объем слов я вам дам вне урока. Самое главное, ваша задача запоминать, фиксировать формы. И, как я только что сказал, отрицательная форма образуется с помощью отрицательного слова «емес», которое ставится, внимание, где? Правильно, после существительного. Итак, что мы имеем? А имеем мы уже немало. Утвердительная форма. Бол кыз – это девушка. Мынау кітап – это книга. Как сказать, допустим, это не девушка? Правильно. После существительного достаточно поставить отрицательную частицу «емес». Бол кыз емес. Как сказать, это не книга? Правильно. Мынау кітап емес. Вот и все. Поздравляю, вы знаете утвердительную и отрицательную форму казахского языка. И четвертая секция вот на доске осталась, это множественное число. Здесь я хочу сказать, что множественное число в казахском языке образуется с помощью окончаний лар, лер. Ну вот на примере вот этих указательных местоимений, да, вы их уже записали, знаете, или, по крайней мере, будете знать, выучите. Смотрите, как происходит. Если бул это, бу, лар, эти. Бул это, бу, лар, эти. Мынау
Мы знаем, мынау это, мыналар. Обратите внимание, мыналар. Вот эти опять. Осы это. Осы, это. Осылар. Эти. Осылар. Лар, множественное число. Эти. Анау, вон то. Аналар, вон те. Видали? Аналар, вон те. Сол, тоже. Тот и так далее. Солар, те. То есть множественное число в казахском языке образуется с помощью двух аффиксов. Лар, лер. Ну, лер используют, допустим, вот это слово врач. Дәрігер. Дәрігер, лер. Автомашины. Колик, лер. Коллектив там и так далее. Но об этом мы отдельно поговорим. Вот. Самое главное запомнить три формы существительного. Утвердительное, отрицательное. И сейчас мы переходим к вопросительной форме существительного. А пока снова посмотрите на доску. И посмотрите, все ли вы зафиксировали, все ли вам понятно. Ну, я думаю, вы все зафиксировали. Надеюсь, что все понятно. Теперь перейдем к третьей форме существительного. Вопросительная форма. Поехали. Давайте снова поговорим о русском языке. В русском языке придумана чудесная форма образования вопроса. То есть в русском языке вопрос образуется с помощью простого повышения интонации. Допустим, возьмем утвердительное предложение «это стол». Если мы поставим его в вопросительную форму, просто интонацией подаем «это стол?» Классно, да? То есть утверждение «это стол». Вопрос «это стол?» «Это человек». «Это человек» и все. То есть в русском языке вопросительная форма образуется с помощью простого повышения интонации. В казахском языке вопросительная форма образуется совершенно другим способом. И мы сейчас это с вами увидим. Поехали. Для образования вопросительной формы казахского языка используется, подчеркиваю, 6 вопросительных частиц. Ба, бе, па, пе, ма, ме. Зафиксируйте обязательно ба, бе, па, пе, ма, ме. 6 вопросительных частиц. Первостепенная задача теперь определить, в каких случаях используется та или иная вопросительная частица. Смотрим. Итак, частица вопросительная ба или бе используется в тех случаях, когда существительное заканчивается на буквы м, н, а. Обратите, а. Вот язык, его передняя, задняя часть крепится к небу. А. Ж, з. Повторяю. Вопросительные частицы ба, бе мы используем, когда существительное заканчивается на следующие согласные м, н, ж, з. Вопросительные частицы па, пе используются в тех случаях, когда существительное заканчивается на буквы б, в, г, д. Повторяю. Вопросительная частица па, пе используется в следующих случаях, когда существительное заканчивается на б, в, г, д. И наконец мы дошли до вопросительных частиц маме. Маме используется преимущественно, когда существительное заканчивается на гласную букву. Сейчас мы рассмотрим примеры. Как я говорил, не переживайте по поводу того, что вы не знаете слов. Весь необходимый объем слов я буду дозированно давать вне нашего онлайн-формата, в нашей офлайн работе. Поэтому сейчас ваша главная задача увидеть примеры, когда используются те или иные вопросительные частицы. Поехали. Жаз – это лето. Вопросительная форма. Лето? Жаз заканчивается на «з».
Вот. Мы говорили, что если существительное заканчивается на букву «з», мы используем «ба» или «бе». Букве «а» соответствует «а». Значит, «жаз-ба». «Жазба», «жазба». «Лето». Едем дальше. «Сен». «Сен» — это «ты». Ага. «Сен» заканчивается на «н». Ага. Если на «н», значит либо «ба», либо «бе». «Сен» содержит букву «е». Значит, выбираем «бе». Это такой сингармонизм, да? Значит, «сенбе». То есть вопрос «ты», «you», «ты», «сенбе», «сенбе». Хорошо. Дальше. «Дюкен» – магазин. «Дюкен». Опять заканчивается на «н», значит выбираем один из вариантов «ба» или «бе». «Дюкен» содержит гласную «е», значит выбираем «бе». Сингармонизм. Даже «дюкен-ба» не звучит, да? «Дюкен-бе». Магазин. Это магазин, допустим. «Бол дюкен-бе». Видали комбо уже? Мы прошли эти указательные частицы, допустим, вы знаете, «бол» – это. «Бол дюкен-бе» – это магазин. Хорошо. Мы нам уже знакомая вам указательная частица, означающая это. Халам – это ручка. Ага. Буква «м» соответствует «ба» или «бе». Букалам – «ба». «Ба», потому что здесь последняя гласная в слоге «а». Букалам – «ба» – это ручка. Вот. Она у кремби. И вот смотрите. В данном случае «па-пе», как я сказал, употребляется когда «б», «в», «г», «д». И здесь можно даже добавить слово «к», глухие согласные. «К», «т». Я даже допишу. «Х», «т». Когда существительное заканчивается на буквы «б», «в», «г», «д», «к», «т», присоединяется окончание «па», «пе». Вот. Халам. Керек, пе. Нужна ручка? Халам, керек, пе. Еще раз говорю, не заморачивайся над переводом. Самая главная задача сейчас научиться вставлять правильную вопросительную частицу. Это супер важно, потому что даже многие казахи не знают, как правильно это ставить. Халам, керек, пе. Нужна ручка? И теперь разберемся, когда присоединяются вопросительные частицы «ма» и «ме». Как я говорил, «ма», «ме» присоединяются в тех случаях, когда слово существительное заканчивается на гласную букву. Итак, такта-ма – это доска, су-ма – это вода, терезе-ме – окно, ол-сауле-ме – вон там сауле – это имя, да? Ол-сатуше ма. Он продавец, она продавец. Ол сатуши ма. Он продавец. Ол сатуши ма. Она продавец. Еще раз, друзья, внимательно посмотрите на все данные вопросительные частицы в казахском языке. Понимаю, что немножко, скажем так, тяжеловато, но эта грамматика необходима. Эта грамматика жизненно необходима, поскольку это основа вашего будущего грамотного казахского языка. А сегодня, я думаю, этого достаточно, друзья. Сегодня мы с вами фактически прошли все формы существительного, его утвердительная форма. Бол-кыз – это девушка. Отрицательная форма – это не девушка. Бол-кыз – емес. Вопросительная форма. Бол-кыз – ба. Это девушка. Я надеюсь, вам понравился мой урок, друзья. Спасибо всем за внимание. И до встречи в нашем втором уроке казахского языка. Сау болыңыз. Көріскенше. До новых встреч.